Будь собой, остальные роли уже заняты. Меткая фраза романиста Бернарда Шоу, сказанная им более века назад, сегодня имеет вполне себе научную основу. Наша индивидуальность, неповторимость и уникальность, если хотите, объясняется генетикой. Генетика возникла как наука на рубеже 19 и 20 веков, но еще в советские времена, это, кажется, не так давно и было, исследования в этой области находились под грифом «секретно». Рассекреченные материалы и новые факты о генах и ДНК сегодня в «Наукомании». В студии Екатерина Берецкая, и мы начинаем. Сегодня возможность заранее понять, на что способен ваш ребенок, есть. А значит, есть все шансы, если не изменить судьбу малыша, то, по крайней мере, выбрать для него занятие, в котором он будет успешен. Приходит человек, заказывает у нас диагностику вот этих ряда спортивных генов, и как результат мы выдаем ему генетический паспорт, где описан ряд генов, которые могут влиять на спортивные достижения человека. Наряду с такой вот спортивной генетикой в Институте цитологии работают и в направлении фармацевтическом. Одна из основных задач – помочь определиться с правильными дозировками лекарств для каждого конкретного человека. Особенно актуально, если речь идет о препаратах от сердечно-сосудистых патологий. Может быть резистентность к этим препаратам. Вот приходила женщина, говорит, я уже по 5 таблеток принимаю, все равно не помогает ей. А у нее просто резистентность. Она хоть 15 таблеток может принимать, при этом пострадает и печень, и почки, а лечения не будет. Есть еще и такие люди, которые, наоборот, гиперчувствительны, слишком высокая чувствительность. И у них эти препараты вызывают кровотечение вплоть до летальных. Еще одно направление – это работа с будущими мамами. Такое наследственное заболевание, как тромбофилия, нередко проявляется уже тогда, когда внутри женщины развивается новая жизнь. Объясняется это явление появлением так называемого третьего круга кровообращения – плацентарного, и грозит потерей малыша. Если же обратиться к генетикам заранее и сдать необходимые анализы, то даже с таким диагнозом при правильной специальной терапии можно справиться и благополучно стать мамой. После таких захватывающих исследований прямо захотелось провести свой тест ДНК. Для этого вам надо прийти в лабораторию, взять вот такую вот палочку, провести по внутренней стороне рта, прямо как в настоящих детективах, и отдать сотруднику. А результаты своего теста вы узнаете через пару недель. Итак, сегодня мы говорим о генетике человека, и в студии «Наукомании» молодой и очень перспективный специалист в этой области Павел Морозик. Павел Михайлович, здравствуйте. Добрый вечер. Морозик Павел Михайлович, кандидат биологических наук, доцент, старший научный сотрудник лаборатории генетики человека Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси. Давайте начнем с базиса. Есть два похожих понятия – ген и геном. Вот в чем их различие и как очень просто и доступно объяснить, что же это такое? Ген – это последовательность ДНК, которая отвечает за проявление какого-либо признака. А геном – это совокупность всех генов организма. То есть, по последним данным известно, что в организме человека содержится где-то около 25 тысяч генов, немного меньше. Ну и, соответственно, все эти гены в организме, они несут какую-то функцию, отвечают за проявление каких-то признаков и, соответственно, имеют фенотипическое проявление. Если вернуться к истории, насколько я знаю, где-то в 80-х годах прошлого века появилась международная программа под названием «Геном человека». Нашлось ли место в этом международном проекте нашей стране? Сама эта программа была успешно реализована в 2003 году. По итогам этой программы была расшифрована только последовательность генома человека, то есть определены буквы, но функции самих генов до сих пор многих неизвестны. И таким образом эти исследования продолжаются и до настоящего времени. И тут уже во многом белорусские ученые принимают участие в таких исследованиях, изучают гены предрасположенности к различным заболеваниям, к спортивной успешности и так далее. То есть вот эта вот предрасположенность к тем же спортивным успехам – это тоже часть вот этой программы? Целью этой программы было именно установление последовательности, расшифровать сам геном человека, но можно сказать, что она успешно завершилась, но сейчас идет как бы ее продолжение. Давайте поговорим о том, что на устах у многих белорусов в последнее время. Что такое генетический паспорт, какие данные он в себя включает и насколько, в принципе, сегодня востребована эта услуга по созданию генетического паспорта?
По факту это банк ДНК данных, который отражает индивидуальные генетические особенности конкретного человека, который обратился за генетическим тестированием. То есть, в принципе, он может содержать информацию о моногенных заболеваниях наследственных, которые развиваются в результате мутации только в одном гене, или же многофакторных заболеваний, развитие которых регулируется многими генами, а также тут большой вклад вносят и факторы внешней среды. И, в принципе, генетический паспорт он может содержать как результаты тестирования одного-двух генов, так и расшифровку всего генома человека. А в нашем центре наиболее популярное направление – это оценка генетического риска прерывания беременности, то есть там по 11 генам. Основным делается генетическое тестирование, и, соответственно, делают заказы и по полному профилю более 60 генов. В принципе, по популярности, наверное, в год у нас мы выдаем около 2-3 тысяч генетических паспортов на коммерческой основе, но в реальности наши мощности позволяют выдавать гораздо большее количество генетических паспортов. И, в принципе, с каждым годом это направление все больше возрастает, все больше людей к нам обращается. И даже одни люди раньше обращались за одним каким-то направлением, сейчас они приходят, уже делают другое, дополнительное, потому что у нас спектр все время развивается, и интерес к этому направлению возрастает. А прийти к вам вот за генетическим паспортом может абсолютно любой человек? Направление врача не надо? Просто захотел и пришел? Это может прийти любой человек, выбрать направление, профиль, который его интересует. Это может быть генетическая предрасположенность к сердечно-сосудистой патологии, диабету, остеопороз, неунашенной беременности, также к спортивной успешности, определению индивидуальной чувствительности к лекарственным препаратам. А стоимость зависит от количества генов, я так понимаю, которые нужно исследовать? Да, стоимость зависит от количества генов. Какие-то гены стоят дороже, какие-то дешевле, но Вот в среднем... интересно, по какому принципу? Это связано с методическим подходом, то есть некоторые сложнее тестировать, определить вариант этих генов, а другие проще. Но в среднем стоимость одного гена составляет где-то 150-200 тысяч белорусских рублей. Слушайте, а самый дорогой ген, мне просто интересно. Самый дорогой ген – это при тестировании, которое используется метод секвенирования, это наиболее дорогие материалы, реагенты применяются, и стоимость его тестирования порядка 300 тысяч белорусских рублей. Немногие знают, что в нашей стране создан банк ДНК республиканский. Вот какие данные там хранятся и, в принципе, для чего он создавался? Основной целью его создания был сбор и длительное хранение образцов ДНК человека, животных, растений, микроорганизмов и их дальнейшее использование в основном в научных целях. Но на данный момент там хранится более 9 тысяч образцов ДНК различных видов. Создается коллекция образцов ДНК редких и исчезающих видов растений, животных, которые там будут храниться неограниченное длительное время, и, соответственно, затем их можно будет использовать в определенных целях. Внедряется направление по коммерческому хранению образцов ДНК для физических лиц, юридических. То есть, в принципе, если человек захочет к нам обратиться, чтобы его образцы ДНК хранились, то это можно сделать. Если человек захочет провести анализ каких-то генов, то ему не надо будет сдавать биологический материал, выделять ДНК, а разморозка материала занимает около часа, наверное, и, соответственно, сразу можно провести генетический анализ и получить результаты. Знаю, что сейчас наравне с изучением индивидуальных каких-то особенностей в спорте, вот болезни, есть еще и, наверное, развивается сейчас, да, направление по изучению индивидуальности пациентов, переносимости лекарств. И, может быть, скоро у нас в аптеках уже будут препараты конкретно для каждого человека. Вообще такое возможно? Есть два направления – фармакогенетика и фармакогеномика. Фармакогенетика, она занимается изучением индивидуальной чувствительности человека к конкретному лекарственному препарату, а фармакогеномика, она занимается дизайном лекарственных препаратов, исходя из сведений, которые мы получаем в результате изучения генома. То есть, конечно, со временем появятся такие препараты индивидуальные, но это будет займет определенное время, наверное.
А фармакогенетические результаты внедряются уже сегодня. Например, в США уже для более чем 100 препаратов рекомендовано генетическое тестирование для последующего их назначения и определения их дозировки. В нашем центре мы тоже уже внедрили генетическое тестирование по определению индивидуальной чувствительности к некоторым фармакологическим препаратам. По результатам такого тестирования можно определить дозировку для конкретного человека и более эффективно провести лечение. Павел, а в целом есть такое понятие персонифицированная медицина. Вот насколько для нашей страны это понятие актуальное? К нам иногда родители приводят даже 1-2-летних детей, которым выдается генетический паспорт, и можно оценить риск определенного заболевания. То есть уже начиная с малого возраста, если выявлен какой-то риск какого-то неблагоприятного заболевания, то тогда можно вести соответствующий образ жизни, чтобы в дальнейшем избежать проявления этого заболевания. Может ли когда-нибудь полностью стать медицина персонифицированной в мире и в нашей стране в частности? И может ли генетический паспорт стать обязательным документом? Мне кажется, рано или поздно человечество к этому придет, что у каждого человека будет свой генетический паспорт, свой личный врач, который будет иметь доступ к этому генетическому паспорту и, соответственно, будет вести этого пациента и назначать ему лечение. Павел, если позволите, последний вопрос. Хочется узнать, может быть, есть какие-то генетические особенности, присущие нашей нации, белорусам? Это, может быть, какие-то заболевания или, наоборот, какие-то таланты, которыми обладает наша нация? Такие исследования в нашем институте проводились, и они проводятся в настоящий момент. Но из того, что известно, то, что в этногенетическом отношении генотипы белорусов очень близки к генотипам русских людей, украинцев. Азиатская составляющая тут составляет не более 2%, то есть вот эти все разговоры о том, что набеги татаро-монголов и прочее оставили большой вклад, это пока вроде как несостоятельное. А по заболеваниям известно, в принципе, что вот, наследственная тугоухость и гемохроматоз, вот, частота этих заболеваний в белорусской популяции выше, чем в европейской. Причин этого нету, но это, в принципе, опять же, предварительные результаты, и все это изучается, и основные результаты будут получены в ближайшем будущем. А что касается талантов? Они, конечно, во многом тоже определяются генетически, но тут и большой вклад все-таки внешних факторов. Как говорится, таланты надо развивать. Если их не развивать, то никакая генетика тоже не поможет. Поэтому я считаю, что белорусы вообще талантливая нация во всем, поэтому тут уже... Не могу вам не верить. Спасибо огромное, Павел Михайлович, что пришли к нам, нашли время. Было очень познавательно. Спасибо вам. Без сомнения, каждый родитель желает всего самого лучшего для своего ребенка. И что уж кривить душой, желает, чтобы ребенок его был тоже самым лучшим. Причем абсолютно во всем. И в учебе, и в спорте. А что делать, если чадо генетически не предрасположено, к примеру, к игре в теннис или точным наукам? Наш корреспондент Ирина Николаева отправилась на уникальную научную выставку, где все опыты можно и нужно делать самому. Чем не способ увлечь своего ребенка наукой? Смотрим сюжет. 60 квадратов дома-музея сейчас под завязку заполнены разнообразными экспонатами, с которыми не просто можно, а нужно провести физические опыты. Что, пойдем? Пойдем посмотрим нашу выставочку прекрасную, связанную с физикой, с наукой. Ух ты, радуга! Радуга – это еще цветочки. Здесь можно проверить, может ли человек на время стать батарейкой или, к примеру, собственноручно произвести электричество. Обрати внимание, электрофорная машина. Попробуй покрутить ручку и смотри вот сюда. Электрофорная машина разработана в далеком 1865 году немецким физиком Августом Теплером. Любопытно, что совершенно независимо другой ученый-экспериментатор Вильгельм Гольц также изобрел подобную конструкцию, причем даже более совершенную. Вот так, Миша, и вырабатывается электрический ток. А электрический ток используется для работы электролампочек, телевизоров, холодильников. Впрочем, не меньший, а порой и гораздо больший интерес у посетителей вызывает катушка Теслы. Миша, смотрел фильм «Звездные войны»? Помнишь, там был меч джедая? Давай посмотрим на наш меч джедая. Похож?
А вот такой меч джедая получается при помощи катушки Тесла. Шар Теслы, прибор электростатики, магнитная аномалия, маятник и еще более десятка приспособлений. Эта выставка – совместный проект со столичным музеем популярной науки «Элемента». Однако здесь не скажешь элементарно, Ватсон. К слову, очень немногие смогли решить буквенную головоломку. Время еще есть. До середины лета желающие могут посетить музей и проверить свои силы, все же собрав литеру «Т» из кусочков. Наш следующий гость расскажет нам все о предрасположенности к спорту и роли генетики в спортивной медицине. В нашей студии Кристина Жур, научный сотрудник лаборатории генетики человека. Кристина, добрый вечер. Добрый вечер. Жур Кристина Валерьевна, научный сотрудник лаборатории генетики человека Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси, победитель республиканского конкурса «100 идей для Беларуси» в номинации «Медицина, фармация, медицинская техника и технологии». Можно ли как-то определить предрасположенность человека, ребенка, наверное, в первую очередь, к каким-то видам спорта? Можно, конечно, и нужно. И не только ребенка, можно, конечно, и уже и постарше, если человек уже даже состоявшийся спортсмен. Вот он чувствует, что что-то не его, наверное, да, возможно, он занимается беговыми видами спорта, бегает на длинные дистанции, а возможно, его генетика предрасположена, чтобы бегать короткие дистанции. То есть вот даже на этом моменте уже состоящего спортсмена можно зачастую подкорректировать его тренировки и направить в тот вид, в то направление, на те дистанции, где он возьмет золотые медали. То есть это состоявшийся, не говоря уже, естественно, про детишек. Есть такие направления, как спринтерские виды спорта, требующие быстрой реакции, скорости, там, возможно, мышечной массы, и виды спорта, которые требуют выносливости. Так, если у человека выявляется предрасположенность к высокой выносливости, это говорит о том, что, вероятно, он добьется успеха в таких видах спорта, как марафон, биатлон, возможно, академическая гребля, то есть там, где это свойство нужно для спортсмена. То есть, естественно, и для ребенка, и для состоявшегося уже спортсмена это актуально. А у вас у самой, насколько я знаю, да, ген выносливости? Я скорее спринтер. Так вот генетически сложилось. Но скажем, что выносливость это не определяется не одним геном, так, а целым рядом генов. Туда входит и то, как активно, значит, транспортируется кислород в организме, сердечно-сосудистая система, так как быстро у человека растут новые сосуды для кровоснабжения мышечной ткани. Так? То есть это целый ряд генов в комплексе, кто только может отразить. Спринтер человек, либо стайер. То есть нужно, по одному гену никогда не скажешь. А можно ли усилием преодолеть то, что заложено в генах? Лучше даже не пробовать, я бы сказала. Лучше сразу то, что к чему предрасположен, зачем проблемы со здоровьем. Особенно если мы человека предрасположенного спринтерским дистанциям, то есть он может бегать очень быстро, но небольшое, короткое время, короткую дистанцию. Если мы его отправим бежать марафон, то последствия могут быть довольно плачевными. А когда человек систематически занимается не тем, что для его организма, да, не тем, к чему он предрасположен, соответственно, это потеря спортсмена впоследствии. Можно ли без анализа определить генетическую предрасположенность? Ну вот внешне как-то генетика проявляется? Такая система, она и работала до открытия всех наших генетических, да, полиморфизмов, генов. Как определяли? Высокий рост, скорее всего, в плавании хорошо. Гибкий, там, гимнастика, естественно. Но все, вот эти все внешние признаки, это все генетические задатки. И если нам нужно подождать, то есть сейчас ребенок вырос высокого роста для своего возраста, он довольно высокий, мы его отдадим в плавание, а к 16 годам рост остановился. Ну, пример, пример, да? А сделая генетический анализ, можно сказать, что, допустим, он будет высокого роста, вынослив, он может плавать на длинной дистанции или бегать, да? То есть можно ждать, когда проявится этот фенотипический, а можно сделать генетический анализ и с высокой вероятностью предсказать, какой вид спорта будет более благоприятным. А с нашими спортсменами работаете? В рамках научных проектов, для чего мы это делали, мы проводили тестирование наших спортсменов элитных, да, то есть, что считается эталоном. Не будем говорить имен, все конфиденциально. Конфиденциальность, да. Да. То есть мы исследуем этих спортсменов, смотрим, что у них действительно вот этот ген способствует тому, что они такие выносливые. В данном виде спорта им это дает большое преимущество. И, соответственно, используя вот эти панели генетические, можно уже отбирать молодых спортсменов. То есть мы видим, что у данного ребенка генотип, как у нашего
он условно, конечно, все, как у нашего выдающегося спортсмена. Мы видим, что во всем мире этот вариант гена встречается у элитных спортсменов, мы можем делать какие-то выводы и ориентировать уже ребенка в определенный вид спорта. Может ли у спортивных родителей быть неспортивный ребенок и наоборот? Передается ли это? Здесь классическая схема наследования, скажем так, да. Конечно, если папа и мама выдающиеся спортсмены, намного выше вероятность того, что будет ребенок, значит, удачный, проявит какие-то высокие способности, достижения покажет в профессиональном спорте, несомненно. Но известные случаи, когда у неспортсменов рождается, правильно, мирового уровня спортсмен, даже в Беларуси. Поэтому это, так скажем, как рулетка. Вероятность выше, но нету стопроцентной гарантии. Наполовину генетического материала ребенок получает от папы, половину от мамы. Папа с мамой, в свою очередь, получили от своих родителей. Так? И, возможно, где-то ребенок возьмет не тот хороший вариант гена, да, который есть у папы или у мамы. То есть рулетка. Из этого вытекает следующий вопрос. Можно ли как-то подкорректировать? Вот, как вы относитесь к теории создания идеального человека? Возможно ли это такое, в принципе, в будущем? И можно ли будет как-то заменять гены? Ну вот, заказал, вот хочешь, чтобы у тебя был ребенок? Прямо заказал генетический набор генов и... Ну, не исключено, что в далеком будущем такое и будет, да? Но на сегодняшний момент есть более актуальные задачи. Если уже корректировать, то не цвет глаз, а какие-то серьезные заболевания, правильно? Поэтому на данный момент работают над тем, чтобы предотвратить рождение там нездорового ребенка, да, подкорректировать уже имеющиеся гены. То есть можно с помощью медицинских препаратов подкорректировать какие-то нюансы. Тем более можно их подкорректировать, сделая заранее генетический тест, можно знать, чего ожидать в будущем и предотвратить это. Но в плане идеального человека, для каждого идеальный человек свой какой-то, да, имеет вид, даже внешний. Так? Главное, чтобы человек был здоровый. И на данный момент это уже реализуется. А все, цвет глаз, это возможно в будущем как развлечение, но я не вижу в этом большой ценности на сегодняшний момент. Спасибо вам за ваше мнение. Я предлагаю нам с вами немножко отвлечься от беседы. Наши корреспонденты специально для этой программы собрали самые интересные факты о генах человека и генетике в целом. Время традиционного дайджеста в «Наукомании». Общее количество человеческих генов оказалось значительно меньшим, нежели ожидалось первоначально. Всего 30 тысяч, хотя оценки доходили до 100 тысяч. Примерно таким же количеством генов может похвастаться горчица. Зато на один человеческий ген приходится больше разновидностей белка, чем у примитивных организмов. Долгое время считалось, что личность человека формируется исключительно под влиянием социума, но в ходе многочисленных исследований выяснилось, что по наследству от родителей ребенку могут передаваться такие особенности, как склонность к лени, стремление путешествовать, качество вождения автомобиля, некоторые виды страхов, предрасположенность к вредным привычкам и даже критерии выбора спутника жизни. Уровень мутаций у мужчин в 2 раза превышает аналогичный показатель прекрасного пола, так что своим прогрессом в плане мутаций человечество обязано мужчинам. Во всем же остальном женщины ничуть не уступают сильному полу. И еще один интересный факт о равенстве. Все представители рода человеческого на 99,9% идентичны по ДНК, что начисто отметает всяческий базис для расизма. Своеобразный ДНК-спам, повторяющиеся последовательности нуклеотидов, которые раньше рассматривались как бесполезные, на поверку могут оказаться черным ящиком эволюции и поведать исследователям о предыдущих 800 миллионах лет нашего существования. Более 200 генов напрямую унаследованы современными людьми от бактерий. Стало быть, многие наши недомогания напрямую вызваны одноклеточными родственниками. Значительная часть такого генетического мусора, концентрируясь вокруг зон, богатых генами, как предполагается, может выполнять полезные функции. Правда, какие, пока не ясно. Говоря о спортивной медицине, невозможно не затронуть тему допинга, учитывая последние скандалы. По каким критериям относят к допингу те или иные вещества и насколько применение подобных веществ может помочь в преодолении генетической предрасположенности? А может ли применение допинга вызвать какие-либо генные мутации? Генетика и допинг. Что можете по этому поводу сказать? Что касается конкретно генетического допинга, то там это все выявляемо на самом деле, но в основном выявляется это не на уровне генов на сегодняшний момент, а на уровне содержания этих веществ, либо их метаболитов в крови там, и других жидкостях. Так? То есть
на сегодняшний момент, так сказать, чтобы использоваться прям генетический допинг, модифицировали человека, ну, это, наверное, ближе к совсем фантастике. А то, что реально используется, оно на сегодняшний момент выявляется. И скорее такой более удачный способ найти человека с природными задатками. То есть то, что вот у него действительно такой высокий уровень какого-то гормона, но природный, не внешний, он его ниоткуда не вводил, это его родное, и из-за этого он таки добился высоких результатов. То есть вот такой, скорее, путь нужно искать, чем вводить что-то извне, потому что это на самом деле для здоровья спортсмена наносит высокий вред. А может ли привести к мутации вот, применения допинга на генетическом уровне? Нет, ну к мутации маловероятно. Но какие-то изменения и последствия все равно будут, правильно? Ну, если вводится извне какой-то излишний гормон человеку, который любой излишек в организме приведет к каким-то неблагоприятным последствиям. Организм такая система, которая поддерживает постоянный состав, да, всех гормонов, всех веществ в организме. И если вводится что-то лишнее, то система может дать сбой. Спасибо вам, Кристина, за интересные разговоры и до встречи в «Наукомании». Спасибо. А завершить эту программу мне хотелось бы словами поэтессы Марины Цветаевой. «Никто на меня не похож, и я ни на кого, посему советовать мне то или иное бессмысленно». Помните, каждый из нас уникален, каждый непременно талантлив в чем-то своем. Цените эту неповторимость и в себе, и в ваших близких. А мы увидимся ровно через неделю, как и прежде, на телеканале «Беларусь-3».